Аамҭа ахҭысқәа сақәҵас иалагоит. Иацтәи амш ҳаназхьаԥшуа, иаҳбоит уаҵәтәи иаԥаагало есааира ишмаҷхо. Ашәарҭара анааигәахо, ахдырра ҿыхоит. Уи ауп ахеиқәырхаразы ицәымзахо. Хәлабзиақәа телехәаԥшцәа. Аԥсны аҭоурых аҿы узаҿлымҳахаша акакәны иҟоуп Дамасктәи аџыр. Уи шыҟарҵоз, насгьы иахьцәырҵыз аҭоурых алацәажәаразы уаха дааҳаԥхьеит академик Олег Бӷажәба. Олег Ходович, добрый вечер. Добрый вечер. Что такое дамасская сталь? Дамасская сталь, самое главное, надо знать, что это не сталь из Дамаска именно, а что это технология изготовления. И история такова, это, можно сказать, название. Можно уйти в далекие времена Александра Македонского, когда он завоевал Индию, и когда, значит, он окружил индийского царя Пора, тот сопротивлялся, был ранен, и когда он предстал перед победителем, перед Александром, то греки увидели, что на его доспехе нет ни одной царапины. Они удивились, что этот доспех был какого-то серого цвета. Они его назвали феррум кандидум. Естественно, у него тоже был меч своеобразный. И вот с этого времени в античном мире пытались изготовить этот меч, но никак не получалось, потому что это был литой Дамаск, это потом по науке стали так называть, он имел рисунок, и рисунок никогда не повторялся. А почему этот появлялся рисунок, никто не знал. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что вот этот секрет сегодня, хотя мы тут летаем в космос и много чего, интернет у нас, много чего мы достигли, но вот литого Дамаска мы не можем создать по-настоящему. И вот тогда, вот позже, уже в эпоху римлян, римский император Диоклетиан, он правил в 284-305 году, он, ну, эта империя была огромная. Кстати, наша страна тоже входила, была провинцией этой огромной империи. Он собрал со всего мира всех кузнецов в городе Дамаске и попросил вот повторить то, что делали индийские мастера. Но как ни старались, значит, они работать над этими лепешками, они назывались вудцами, из которых делали мечи, кинжалы, ничего не получалось. Тогда они вот пришли к такому способу, к такой технологии. Они изготавливают этот рисунок с помощью кузнечной ковки. Это, безусловно, это самая виртуозная, самая такая изощренная техника ручной кузнечной ковки. То литой был Дамаск, а этот сварочный. Вот. И они достигали всего 4 вида рисунка. А, как я вам говорил, при литом Дамаске рисунок никогда не повторялся. Здесь самый простой был линейный, в виде простых линий. Потом V-образный в виде буквы В. Это он шел по долу, вот здесь посередине. Либо, значит, W английская. И самый сложный был это в виде букета, в виде рисунка. Как открыли? Что они делали? Они брали, если взять
полосу железа, полосу стали, полосу железа, полосу стали и сваривали. Получался брусок такой, который состоял из железа и стали. Потом его скручивали в горячем виде и разрезали в 2-3 местах и снова сваривали. Потом снова брусок получался, но уже скрученный. Потом снова скручивали, снова разрезали, снова сваривали. Чем больше они скручивали, разрезали и сваривали, тем рисунок становился все сложнее и сложнее, и тем ценнее было это оружие. Но это, собственно говоря, самое современное оружие было. За него, значит, могли цари полцарства отдать, любимую жену. И он вообще, этот меч, иногда стоил примерно как отборный слон вообще. И служил он многим поколениям. Передавался, да. Да, передавался. Хотелось бы поговорить вообще о названии дамасская сталь, откуда появляется. Вот именно... Ведь в науке нет единого мнения до сих пор. Ну вот я лично писал и, собственно говоря, и в учебнике, и в научной литературе существует термин «дамасская сталь», то есть это технология изготовления, это сварочный Дамаск. Некоторые говорят, что именно в Дамаске было открыто. Вот Некоторые говорят, что продавали в Дамаске такие мечи. Нет, поэтому... я вот как раз вам и рассказал, что именно вот там было открыто. Там было открыто вот эта технология сварочного Дамаска, сварочного узора. Но там еще связывают с водой. Вот что европейцы неправильно поняли этимологию, что Дамас означает на арабском вода. То есть... закалочная среда. А закалочная среда очень важная вещь. Да, тоже разные использовали. Это. Может быть, да, но закалочная среда это очень важная вещь. И я даже могу такой курьезный случай привести, когда вот в XIX веке было известно, что шеффилдская сталь считалась самой лучшей в мире в XIX веке. Ее закаляли. И американцы, они такие предприимчивые люди, они пароход присылали из Штатов в город Шеффилд, чтобы взять закалочную среду, где закалялась шеффилдская сталь, целыми пароходами увозили, значит, к себе. Ну, элементы закалки, между прочим, само слово «отзрыжвра», она этимологически относится очень к древнему слову, относится напоить водой, если так в переводе. Это сам процесс объясняет это слово, и, видимо, оно вообще издревле было. Тем более у нас о закалке много говорится, и вот... В эпосе тоже много есть. Да, в эпосе есть, причем в разных версиях. Например, в нашей абхазской версии этот кузнец Айнар, он закаляет кипящей стали героев Сосрыху. А вот допустим, в осетинской версии кузнец Курдалагон, он закаляет в волчьем молоке. То есть закалочные среды были разные. А вот кузнец Тлепш 7 раз раскаляет героя и потом, значит, охлаждает. Это тоже есть такая технология в науке, называется закалка с отпуском. То есть она, с одной стороны, то есть отпускает сперва до 100 градусов, то есть до 1000 градусов, потом до 900, до 800 и так до 500, 5 раз. И охлаждают. И получается очень крепкое и в то же время и гибкое. Что интересно, вот в языке сохранилось очень интересное словосочетание «амсардзе». Да, как закалочная среда, тоже вот да, связанная, может, с Египтом. Вот я хочу, знаете, что сказать, что вот в этих заклинаниях в наших и вообще в сказках, в народном фольклоре
встречаются такие выражения, что вот, сахарным дыханием дую и мсырской водой закаляю. Ну, я сейчас не думаю, как американцы из Англии мы воду вывозили из Египта. Возможно, какой-то родник был, который носил такое название, или такая вода, которая похожа была, она, конечно, использовалась вот При закалке. При закалке, да. И не исключено, что вот закаливание детей, может, оттуда идет, потому что, значит, матери закаляли своих детей, абхазские и шапсуги тоже, имеются такие материалы, что они купали детей в корыте, где закалялась сабля. И не исключено, что это идет оттуда. Олег Худович, хотелось бы поговорить вообще техникой сварочного Дамаска. Какое вооружение изготавливали? В основном вот вооружение, конечно, было мечи, это обязательно, кинжалы, и, значит, наконечники копий. Но у меня получилось так вот, у меня получились мечи. При покупке их проверяли, вот гибкость. Ну, при покупке, да, их проверяли их на гибкость, раз. Особенно это к ушам сгибали, к ушам сгибали, и он разгибался и принимал исходное положение. Потом очень интересное было обычай, это когда, вот это даже вы, наверное, в кино видели, когда газовый шар постепенно так опускается на лезвие и рассекается. Так это плавно. Ну и еще, конечно, на звон. Потом еще проверяли, безусловно, вот интересно было по рисунку, безусловно. И ведь он был такой красивый клинок, что ему поэмы посвящали вообще. Вот хотелось бы поговорить и о другом. Вот. Кузнец как к подвигу относился к изготовлению. Да, он готовился, это вот восточные Аль-Кинди, Ибн Руста, эти восточные источники, авторы, они рассказывают о том, что кузнец вообще работал над мечом примерно около месяца. Он, значит, готовился к нему как к подвигу. Все это он делал в темноте. Полное, значит, воздержание всяких горячительных напитков. Туда женщин не пускали вообще. Кузнецу. Он там работал и старался обнаженными руками не прикасаться к этому клинку, к лезвию. И если он прикасался, то посыпал золой. Потом, чтобы от пальцев туда не попало какое-нибудь жирное пятно там или все. И вот когда уже он его изготавливал, то надо было его осветить. И обычно, ну, в восточной литературе, в источниках, значит, они выходили куда-то в пустыню, искали странника, ну и бедного, значит, его кровью окропляли вот этот, значит, меч. Но если, конечно, не быть кровожадным, то это делали с ягненком. Вот. Потом могли вот еще использовать вот при закалке мочу огненно-рыжего мальчика. Если считать, что абхазцы антропологические огненно-рыжего цвета, голубоглазый, то тоже интересный момент, это может совпадение какое-то. Вот. Вот такие вещи были. Но еще я забыл сказать, помимо вот этой закалочной среды, еще используют воздушную струю. Воздушную струю иногда вот раскаляли, допустим, металл, меч а потом, значит, оставляли, он сам остывал. Это одна структура бывает. А бывает, что давали
скачущему всаднику. Искусственное, да. Да, и он держал, рассекал воздух, рассекая, пока лошадь не уставала, он как эстафету передавал, значит, следующему. Этим тоже, но об этом вы, по-моему, и в литературе тоже, в художественной литературе тоже описано. Встречается, да. Олег Ходович, вот вы говорили, что Абхазия была связана с Римской империей, и эта технология была использована и нашими кузнецами. Вот хотелось бы об этом говорить. Как вы открыли? Это, ну, во-первых, я расскажу все-таки, как открыл и как, значит, почему здесь это получилось. Я вот когда начал заниматься металлографией, это совсем другая дисциплина, не похожая на археологию. Тогда было несколько человек в Союзе, которые занимались этим делом. Вот. И привез я в Москву несколько мечей. А где 10. Вы их нашли? Вот в Абхазии территориально. Вот я расскажу, вот что самое интересное. Я когда их отбирал, я не в одном месте брал. Пару мечей было из Цибильды, пару мечей из Шер, один меч из Ачандары, и еще с Гудовского района тоже один меч, я сейчас не помню. То есть, вот это интересно. Не то, что где-то случайно, а вот по всей территории вот нашей страны. Ну и это ушло на методику освоения вот этого металлографического анализа. Сейчас не буду рассказывать, это целое дело. Для того, чтобы провести анализ, нужно 3 дня потратить на это. И когда уже я это освоил анализ, он сказал, ну вот, давайте начинайте изучать, ну, меч. Я сделал, как все положено, но нужно довести было поверхность до зеркальной, чтобы ни одной царапины не было. А потом она как сверкает, как зеркало, а потом, значит, нанести кислоту внутри 3% раствор. И железо, оно остается серым, а сталь становится темным. То есть проявляется? Проявляется, да. Ну, обычно, да. Я сделал эту процедуру, и вдруг смотрю на вот этом шлифе, рисунок пошел, как цветок. Это, между прочим, самое сложное. Самое сложное, да. Я испугался, я говорю, Борис Александрович, что это такое? Я говорю, я что-то не то сделал. Это первое, что я сделал. И, как говорят, вот когда человек начинает играть где-то в казино, ему везет. Вот, первый раз. А потом нет. И так со мной тоже получилось, потому что в первый год из 10 анализов 6 оказалось дамасской стали. А потом я делаю, потом 10 лет я ездил, вот так повезло. А он сказал, это же, он собрал, этот профессор, Колчин, лауреат государственной премии, собрал, значит, всю лабораторию естественно-научных методов, где я стажировку проходил, и сказал, так это же, смотрите, это сварочный Дамаск. А они, вот эти люди, которые в лаборатории, они на фотографиях только видели. Вот я тоже, да. Значит, потом, что самое интересное, что одни мечи были длинные для всадников, а другие вот гладиусы, с которыми гладиаторы дрались, они широкие были. Вот разные мечи. Да, и еще да, об этом докладывалось на союзных конференциях, потом в Париже мы докладывали. То есть, получается, по всему Советскому Союзу впервые в Абхазии нашли? Да, в Абхазии самые ранние 3-4 века. Я проводил анализы, то был еще больше обрадован тем, что не попались бракованные мечи. Вот это для археологов это очень большая находка.
То есть они говорит это о том, свидетельствует о том, что они делались на месте. Вот. А как это вот у нас вот я проводил сравнительную характеристику технологии изготовления, начиная с появления железа и кончая средневековьем, кончая генуэзцами. Если брать до нашей эры, то наши кузнецы мало чем по своей технологии они не отставали от кельтов, а кельты считаются это верх в Европе. Все, что кельты делали, то и мы могли. Теперь взять эти римские провинции и само римское ремесло. Все технологии, которые там применялись, у нас тоже применялись. Но это говорит о том, что, во-первых, мы с самого начала как бы были причастны к изобретению железа вообще-то. Мы же считаем, что есть такое мнение, что изобретателями железа являются хатты, а их потомки халибы. И, собственно говоря, хаты и абхазо-адыгские, проабхазо-адыгские племена, они в какой-то степени говорили на одном языке, как известно. И, естественно, они были и в этом деле очень близки. Я даже вам интересную вещь скажу. Это уже несколько отходит от сварочного Дамаска, но свидетельствует о том, что здесь, если бы высокоразвитого ремесла не было, то тогда бы мы бы не смогли бы вот все это делать. Здесь вот, например, скифские акинаки, мечи, короткие мечи, вот часто в этих кроссфордах скифский акинак, скифский как меч, как называется. Сами скифы никогда не закаляли. А вот скифский меч, сделанный, допустим, в Абхазии, на Кавказе тоже, а он закалялся. То есть это, видимо, вначале эта закалка какая-то входила в какие-то ритуальные какие-то действия. Греки, которые закалку знали со времен еще этого Гомера, середина VII века. Вот. Здесь вот все вот материалы, которые я исследовал, где там были греческие поселения, ножи, ни один не был закален. Вот в Ишерском городище топоры тоже не были. А вот на Сухумской горе похожие топоры, но местного производства, они закалялись. Вот интересная вещь, что как бы закалка вот эта, которая присутствует в этом дамасской стали, а дамасская сталь, если взять, что сплетали основу. Это основа была клинка, а потом на него наваривались очень острые, как бритва, лезвия. Вот в чем сложность технологии. А вот эту сварку, наварку, здесь так делали, что даже под микроскопом не видно было, швов, где сварочные швы. Да, так искусно было сделано. И вот, значит, я почему вам показываю вот этот кинжал, он чем интересен? Он интересен тем, что он сделан, хотя ему 100 лет, это кинжал моего деда, он его приобрел после того, как вернулся с Сибири, с ссылки. Вот. Он сделан техникой сварочного Дамаска, вот здесь видим струйчатый рисунок, а показывал я его оружейнику, вот у нас была конференция археологов, сейчас, к сожалению, забыл его фамилию, известный оружейник, был доктор наук, он посмотрел и сказал, да, ему 100 лет, говорит, примерно, говорит, и
эти мечи делались златоустовскими мастерами, вот, в России, клинки. А потом они продавались. Вот здесь есть этот клеймо, «Осман» написано. Они вот так и делали эти клейма и продавались на Востоке. А потом они попадали уже в мастерские. Это, я думаю, работа кубачинских мастеров. Вот в смысле оформления, можно, да? Оформления. А сам клинок, вот такие клинки продавались они. Но тоже, видимо, очень ценились. Вот здесь виден струйчатый рисунок. Так что вот из всего материала, который я исследовал, 10 мечей из 5, это может свидетельствовать о том, что каждый второй древнеабхазский воин был вооружен, ну, в общем-то, вот, каким-то мечом, либо коротким, если пехотинец был, либо длинным. Дамасская технология. Да, по дамасской технологии. А этот пример могу привести. Был найден в голландских болотах недами. Откуда это пошло? Недамские мечи. Вот эти наши мечи один к одному похожи. Был найден в торфянике корабль, римский корабль, вооруженный, с оружием. И из 120 мечей, они сохранились все, всего 20 было или 28, я сейчас по сводке Антейна, они всего было 28 из дамасской стали. Остальные все были... А вот есть письменный источник, в котором описывается, как галлы и римляне воевали. У галлов были простые железные мечи, они гнулись. Им приходилось о колено, значит, да, ходить и, значит. Так что вот так. А это, значит, вот это меч, то есть не меч, это кинжал, я очень храню. Это деда моего кинжала, которым в народе песня поется, и как зеницу ока, значит. Тем более он из дамасской стали, 100 лет им, и он, видите, не испортился вообще. А вот даже не ржавеет. Такая Нет, сталь не ржавеет. Я ничем его не смазывал, ничем, как есть, так есть. Как бы. Олег Худович, технология сварочного Дамаска, можно сказать, и сегодня является общественным достоянием, и даже у нас занимаются. Да. Вот хотелось бы, кто занимается? Вот я помню, когда вот защитил докторскую диссертацию, у меня была литература, вот, и я всю литературу отдал нашим ребятам. Вот, в первую очередь я тогда, помню, дал вот это Баталу Джопуа и Тимуру Дзидзария. Они это все моделировали на пластилине сперва. Там были работы, как моделировать этот рисунок на пластилине, потом они переводили на металл. Вот. И я знаю, что Батал сейчас, по-моему, в принципе, он 100% может сделать, но, по-моему, конкретно сейчас он больше занят художеством. Вот. Они за это оружие, кстати, получили премию, по-моему. Премию имени Гулия, да, Владислав Григорьевич им дал. А вот Тимур Дзидзария занимается. Тимур Дзидзария занимается. Еще я знаю, вот Алхас Аргун, у него тоже кузница есть. А у Тимура Дзидзария мы были, даже с вами были на кузнице там. Он занимается, его знают вообще в России, он в гильдию входит, там этих людей, которые вот изготавливают подобное оружие, да, очень серьезное, и, по-моему, какие-то премии получал тоже. И это не просто так все. Так что у нас это как бы традиция продолжается. Продолжается сейчас. И вот я считаю, что вот такие вещи надо пропагандировать. Вот. Это наша история. Это наша история, чем мы можем гордиться. Но иногда мы немножко фантазируем. Но это другой вопрос. Выражаю огромную благодарность за нашу такую интересную беседу.
Желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. Хотели общества, ад схалп хашоат, абзерас. Спасибо.